что у нас? У нас полностью размотано. Так, пока что-то идет. Пока что-то идет. Опа, есть. Тихо, 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 тихо. О, какая она буйная. Тихо. О. Друзья, всем большой привет! На календаре у нас 18 апреля, за бортом температура минус 5 градусов. И у нас начинается, ну не знаю, завершающая рыбалка. Думаю, еще нет, думаю, еще съездим, но предпоследняя рыбалка зимнего сезона 23-24. И мы едем, многие спрашивали, где Роман, что делает. Вот, Роман. Привет. Для Романа это открытие сезона. Первая рыбалка зимнего сезона. И наша рыбалочка начинается как бы даже не с приготовления, а берем запас живцов. Находимся на реке Печора. Как мы видим, сегодня дует северяк. Очень мерзостная такая, мерзопакостная погода. Народ рыбачит. Вот раз, два, три, четыре, пять, 6 человек. Машины, не знаю, ловится, не ловится. Льда еще достаточно. 2 дня было просто очень тепло. Сегодня опять похолодание. Река еще как минимум неделю постоит, я так думаю, потому что реки Мылва, которая пробивает здесь, пока еще не видать. Но мы едем не на речку, хотя на речку может быть. Там заедем, едем в сторону родной деревни, на озера. В основном по плану рыбалка на жерлицы. Будем пробовать поймать щуку. Ну, чтобы поймать щуку, нужны жильцы. Так, что у нас здесь в тюрьме? И так как здесь есть леска, 3 крючочка, как бы не исключено, что может быть даже здесь что-то и попало. Нет, на этот раз нет. Когда ездили с Иваном Григорьевичем, я взял, здесь был небольшой налимчик, где-то примерно на пол, ну грамм 350, наверное. Но окуня никто не ел. О, живой малек, так что язя на Печоре пока еще нет. Был бы язь, я так думаю, он бы, малька бы тоже мог взять. И здесь у нас, а здесь вот уже кто-то был, малька кто-то почикал. Так, ну все, вот у нас забираем сюда. Мы в этом году уже на Печору, в район переправы, возвращаться не будем, потому что по плану у нас 2 ночи. Через 2 дня здесь, я так думаю, уже будет, возможно, опасно. Живчики. Там еще на 3-м жуче заберем. На первое время хватит. Ума. Все. Едем, меняем машину, Ниву на Логан. Едем в нашу родную деревню. Дальше поедем на урагане. Вот. Ну вот, приехали еще за очередной партией живцов. Вот такая вот чистая у нас речка. Название этой речки Горд-Йоль. Ну какого-то хрена. А вон, покажем, как закрепили нашего урагана. Ураган, сани. Вторые сани друг на дружку. Вот так вот все вот это закрепили. Горбылек нашли, валяется, пригодится в хозяйстве. И третий корыто-толкач. Старенький, побитый уже, но он есть.
Вот так вот загрузили. И так вот все везем. Сейчас эти верхние сани выгрузим в деревне. И поедем дальше без них. Так, пару слов о названии реки. Название реки Горд-Йоль, что в переводе означает домашний ручей или ручей у дома. Но вот какой идиот назвал вот эту речку Гордель. Горделью. Река Гордель. Ну не Гордель это, Горд-Йоль. Домашний ручей. Гордель это, я не знаю, надо быть конченым. Это вообще человек, не понимающий ком языка. Это не знаю, кто переводил и зачем вообще это допустили, вот такие названия. Исковеркали ком язык, понимаешь. И так вот едешь с Троицко-Печорска в Сыктывкар. Все названия населенных пунктов. Кошки, Кось, допустим. Какой Кось? Кошки это Каньяс или Кань. Ну никак не Кось. Откуда, какой язык? Вообще дурдом. Вот кто ездил, он знает эти названия реки. И кто понимает коми язык, он далеко от совершенства, от действительного перевода. Не знаю. Поменяйте, пожалуйста, название, от кого это зависит. Гордель на Горд-Йоль. Действительно, как называется этот ручей. Ладно, ну а мы тем временем идем, топаем за очередной партией живцов. Речка эта, кстати, харюзовая. И по этой причине здесь раньше были вот такие трубы, потом рыбоохрана это все сказали переделывать, потому что по этим трубам харюз типа не поднимается, и построили вот такой вот мост. Здесь у меня был запас живцов с осени, 30 плотвичек, если вы помните, с Иваном Григорьевичем. Ой, бляха, опа, чуть не упали. С Иваном Григорьевичем наловили 30 плотвичек и около 50 окушков. Вон ямка, вот в таких вот ямках живут харюза. О, а бобрики уже тут как тут, этого еще не было, уже покоцали. Бобры уже появились здесь, вон, деревья погрызли. Буквально еще неделю назад вот эти не было, не заметил то, что было погрызано. А сейчас все, свежачком. Уже здесь они, тут как тут, вот, плотины строят. Вот здесь у меня была привязана 30-литровая бутылка в этой ямке. И кто-то ее отвязал. Может быть выдра, может быть люди. Не знаю, и она куда-то уплыла. По крайней мере, здесь ее нет. Здесь вот зимой прорубают прорубь. И здесь проходят крещенские купания. Здесь набирают чистую воду крещенскую. Здесь народ вот здесь купается. Глубина примерно по грудь. Вон где-то я даже вон свечку оставил. Тут вот свечка лежала вот здесь вот на снегу. 3 километра. Раньше я тоже каждый год купался. Сейчас уже года 3-4, наверное, не купаюсь. Потому что после последнего купания, не помню, в 2020 году вроде бы головой окунулся. У меня резко заболела голова. После этого я решил, что эти процедуры лучше не делать. Ну все, вот у меня и здесь вот такая вот приспособа. Здесь вот сохраняем мы живцов. Там немножко взяли. Здесь немножко возьмем. Вот. И нам на первое время хватит. Тем более туда, куда мы едем ставить жерлицы, местного окуня, щука не очень любит, а белую рыбу, в особенности гальяна, плотвичку, любит больше. Так что сейчас мы это все сюда перетариваем. Вот сюда. И загружаемся, выгружаемся и выезжаем. Как-то вот так. Так, ну что, друзья, кто ищет, тот всегда найдет. Нашлась наша пропажа. В общем, вот она, 30-ка, вот эта веревка. Видать, просто когда делали купель, пильнули здесь веревку. И вот этот топляк не дал ей уплыть. Она ушла туда под топляк, вон бревно. И я вот отломил лед и обнаружил здесь. Я думаю, не должна была уйти. Это да, когда здесь большая вода, бурелом вот здесь в половодье идет, тогда сносит все подряд. А так, вот мы нашли, запашок есть, что-то испортилось, что-то стухло. Но вот
А окушки вижу до сих пор живые. Сейчас Романка принесет ведро. Пару плотвичек там, смотрю, немножко живые. Что-то умерло, что-то живое. Пару карасиков тут. Так что живцами мы обеспечены. Во, нам этого должно вполне хватить. Ну и емкость тоже. В общем, без потерь. Спасли все. И живцов у нас предостаточно. Так что, как приедем, не будем тратить время на ловлю живцов. Электробур мы взяли. Сразу будем сверлить, кидать. В общем, все хорошо. Уже здорово. Вон. Всю зиму поймали эту рыбу на первый лед. Окушки были черные. Сейчас в белой воде они побелели. И как больше всего я рад вот это вот таким вот плотвичкам небольшим. Это самый лучший живец. Сейчас посмотрим, сколько у нас тут. О, еще плотвичка. Отлично. Вон без еды они, если сами друг друга не жрали. Еще плотвичка. Отлично. Но запах, конечно, идет отсюда с бутылки капитальный. Что-то протухло. Ну, что-то и живое. А некоторые рыбы крупные просто. Вон даже какие плотвички есть. Это очень хорошо. В общем, сейчас выгрузим все и потом посмотрим, сколько у нас рыбы стало. Так, ну что, провели ревизию. В живых осталось у нас 31 окунь, 31 вот такой вот мелкий окушки, 31 штука. И 26 плотвичек. Вот, 26 плотвичек. Получается, сдохло только 3 или 4 плотвички. Вот не помню, 29 или 30 было. 3 или 4 плотвы только сдохло. И почти 20 окуней. Вот они испортились. Воронёй сейчас почикает. Вон, один только окушок недавно окочурился. Остальные вон. Фу, запах, конечно, не очень. Вот так вот. Это где-то декабрь, январь, февраль, март, апрель. 5 месяцев без еды в тюрьме прожили они. И ничего, он бодрячком. Вот это диета. Видишь, какие бодренькие, худенькие, шустренькие. Для живцов самое то. Ну все, теперь точно погнали. Сколько, час потеряли? Да где-то так, да. Это здесь за час, там в 5 выехали. Сейчас уже где-то около 9. Ну ничего. Зато уже все готово теперь. Погнали. Как-то вот так. Урагана выгрузили. Машинку поставили на место. Там проталинка есть небольшая. Надеюсь, к нашему возвращению здесь уже все растает. Запомнили это место. Сейчас пока минусовая температура, но ожидается в дальнейшем плюс. Вот так вот полностью загрузили сани. Взяли все самое необходимое, но почему-то стало всего очень много. Взяли все самое необходимое. Рыбацкий на месте, чай, вода на месте, морс, это все хорошо. Толкач полный. И, естественно, вот кофр у нас тоже битком забит. Едем на 2 дня, а загрузились на 2 недели. Не знаю, почему каждый раз так получается, но по-другому никак. Потому что любая мелочь вдали от дома, она оказывается уже совсем не мелочь. Все, погнали. Роман у нас открывает сезон в этом году. Открытие, одновременно. Спать хочется? Да. Скоро в избушечку пойдем. И спать ляжем. Только сначала жерлицы закинем. Готов? Поехали. Погнали. На капоте уже плюс, снег начал таять. Ох, ма. Лето не зима.
Богом. Так, ну вот, по традиции сделали остановку на нашем красивом месте. Местечко Козья Вэр. По коми, по-русски это просто елки. Елки-палки, лес густой, как мы видим. На берегу уже снега практически нет. На лугах, на гривках тоже снега нет. И давайте же глянем состояние нашей реки Печоры. Вода, походу, немного прибыла, потому что возле берега открыто все уже. Лед немножко поднялся, потому что камней на дамбе не видно. Свежих лунок не видать. Там рыбак, да, один? Кто-то там рыбачит один. Где-то примерно чуть ниже Аньпыл дамбы. На Пидже вроде бы никого нет. Или не видно. Ну, я так думаю, по моим прогнозам, как минимум неделю река еще постоит. Не знаю, получится, не получится у нас порыбачить на Печоре, но сегодня, если у нас не закрытие сезона, то как минимум предпоследний выезд. А у Романа первый и последний, наверное, да? Или еще поедем? Ну, посмотрим. Будет видно. Ромка у нас в отпуске, так что отпускник. Время появилось к концу сезона. Ну ничего, дай бог на охоту, главное, чтобы успел до работы. Рома говорит, мне говорит, рыбалка так себе, вот охота, да, главное весновка. Потому что человек уже сколько лет с 10 ходит пассажиром, лет с 11 или с 12 уже полноценным охотником, да? Ружье было выше него, он уже один в шалаше у меня сидел. Вот, так, ну чё, посмотрели на речку, поехали дальше. Ну вот, попили чайковского немножко. Дали знать на телеграм-канале, что мы едем на рыбалку. Так что, друзья, те, кто подписан на мой телеграм-канал, уже в курсе, куда мы едем, зачем мы едем, с кем мы едем. Если подпишитесь, будут приходить уведомления, а также вы будете в курсе всех событий. Ролики вчера или позавчера уже закончились и на Дзене, и на Ютубе. Так что неделя отдыха. Ну, вы теперь уже смотрите, если этот ролик, значит, неделю примерно вы были без роликов. Ну, а теперь, я так думаю, 2, 3, 4 ролика, может быть, мы сделаем. Погнали. Опачки.
Вперед из песни, погнали! Нас ни хрена не держит. Ох ты, а там лужа большая. Надо будет ее объехать. Ладно, попробуем здесь не провалиться. Скоро можно будет уже на машине ездить по лугам. Валим. Валится снег, валится. Ну вот, буранка еще пока целая, так что покатаемся по буранке. Оторвало об нас обе царапки, так что надо быть осторожным, чтобы не спалить склизы сейчас. Так что езда по голому льду и по голому вот такому насту нежелательно. Лучше изредка заезжать на мягкий снег, чтобы смочить склизы, иначе могут гореть. Так, ну что, добрались до болота, но здесь очередные трудности. Старая буранка вроде бы есть, но она нифига не держит. Валимся до земли. И толкач валится, и ураган. Самое главное здесь не завалиться на бок. Вот. А снегу еще очень и очень много. Старая буранка-то есть, но по ней ехать еще хуже, чем по целику, потому что может завалиться в одну сторону. Он вообще не держит ее. Так, сейчас попробуем с нее съехать. О, и поехать по целику. О, даже лучше пошло. Тонкая корочка наста есть, но она вообще ни о чем. Минус 5 после плюс 10 это фигня полная. Ну ничего, ураган едет. Осталось до озера, ну, где-то полчаса езды максимум. Если будет все нормально, скоро будем на озере. О, лосиные какашки. Вот и ходил. Богом. Здравствуй, озеро! Так что, наверное, отсюда и начнем.
Так, ну что будем делать? Взяли с собой 130-й шнек, так как в этом озере, по идее, водятся трофейные крупные щуки и в сотку могут не пролезть. Но с одной стороны. С другой стороны, если потеплеет, очень быстро лунки будут расширяться. В сотку до 3 килограмм влезет. Что, рискуем? Будем соткой? Ну да. А там как трофейные пойдут, будем уже менять потом. Ну что, начинаем. Не знаю, где-то здесь у парней были старые лунки, но их искать это, не знаю. Найдем, хорошо, нет, так и нет. В общем, где остановились, там и начинаем взрывать озеро. Бурим, живцы есть, живцов ловить не надо. Мелкого окуня здесь очень много. Не знаю, будет он ловиться, не будет. Есть также и крупный окунь. Конечно же, как поставим жерлицы, если останется время, мы, конечно же, попробуем его половить. Погнали. Геннадьевич пошел хитрым путем. Находит старые лунки, пробуривает верхний слой, и лунки готовы. Ну, с одной стороны, так, наверное, сделаем, потому что лунки здесь по-любому где-то 130-е. И крупная щука лучше пролезет, чем на новые лунки. Все. Это столько старых лунок? А? Столько старых лунок? Да. А что они тут делали? Окуня ловили, что ли? Офигеть, вон. Действительно, они просто взорвали озеро, вон. Офигеть. Так, что значит, пока электробур не достаем, пока старые лунки есть. Вон, тык-тык-тык-тык-тык-тык, видишь, куча всех этих лунок. Пошли ставить жерлицы. Так, ну что, жерлицы выставлены. И прежде чем перекусить, пообедать, с Ромой все-таки решили попробовать закинуть удочки по разику, по 2. Потому что жерлицы, вот то, что мы кинули, ни одной сработки пока кидали, пока тишина. Посмотрим, есть, нет рыба вообще. Рыба-то я знаю, что есть. Ловится, не ловится. Сейчас вот я буду пробовать на блесну. Рома, мормышку будешь или блесну тоже? Не, я мормышку. Мормышку. Тебе надо потяжелее что-то. Вот это, наверное, с нимфочкой. Ладно, в общем, сейчас распутаю и будем пробовать. Так, Ромку снабдил с удочками. На выбор вот дал ему блесенку, крупную мормышку с нимфой и беленький такую типа муравья. Ну, даже не муравья, а вот белая мормышка тоже с нимфой. Ну, а я сам попробую на блесенку. Вот такая вертикальная блесна. На лесной речке у нас щука, по крайней мере, такую блесну откусила. Осталась последняя. На этом озере я, не знаю, удочкой ловил, конечно, но это все не то. Самый кайф от блесны. Во-первых, есть шанс, что ударит щука. Но прошлый год, в принципе, у Сереги мормышку тоже щука откусила. Если не две даже. 2 мормышки откусила щука. На мормышку тоже хапала. Так. Закинули. Ага. Одна сантиметров 20-30 примерно. Но сегодня передавали восточный ветер. Как бы есть такая примета, что при восточном ветре рыба не ловится. Посмотрим. Что, опарышей на оба насадил? Нет. На нимфу насади тоже, может, хапнет. Серега умудрился на этом озере прошлый год плотву поймать. Вот это для меня было, конечно, чудо. Такая же красновато темненькая, такая красивая плотва, крупненькая. Я почему-то думал, что здесь кроме щуки и окуней никто не живет.
Потом я остатки озерных гальянов сюда запустил. Не знаю, выжили, не выжили. Будут расплодятся, не расплодятся. Первая лунка комом. Поклевки нет. Так что лунки у нас есть. Будем искать. Пока выключаемся. Как найдем, сделаем обязательно включение. Посмотрим первую рыбку. Если мы, надеюсь, все-таки она будет. Ну вот, друзья, и первый окунь. Но поклевки не было. Я даже не заметил поклевки. Вот такой вот черный окушок. Отпускать не будем. Будем собирать их всех. Почему? Потому что этого окуня, во-первых, здесь очень много. Плавники даже в тине даже. Видишь, он стоит, тупо стоит. В коматозе, что ли. Поклевки не было. Я просто подергивал. Чувствую, что он уже повесился. Получается, окунь сегодня неактивный. Мелочь соберем, собаки потом сварим, если что. Надо моего кота научить кушать, как у нас делают. А, точно, у тебя же кот есть. Точно, коту будем кормить. Но этот так, не совсем мелкий уже. Подросток небольшой. Он без поклевки так тупо повесился, ну, не забагрил, он в рот взял. Так, ну что, мы уже обрыбились. Так что рыба в этом озере есть. Это мы увидели. Может быть... О, вот это была уже поклевка. Это маленький вообще. Так, что у нас получается? Живцы есть, нам живцы не нужны, да? Что, совсем мелких выкидывать будем, да? Наверное. Мелюзгу такую, что собирать? О, пошла мазута. Того же, наверное, на лифте катаю. Мелкий, конечно. Чуть крупнее блесны. Пасть порвали. О, глаза красные. Какать хочет, наверное. Первый этаж, третий этаж. Катается на лифте. О, видишь, я говорю, тут на блесну намного интереснее, чем на эту мормышку. Здесь, судя по глубине, он этажей 10 лифт выбрал. Ты это, тут не возле дна, чуть выше, так что по это. Вот смотри, вот тут дно, вот дно. Я вон насколько поднял, видишь, сантиметров 30-40 от дна. Тут возле дна рыба не водится. Она в толще воды. На пол воды примерно. О, видишь, вон. Одни и те же 10 негритят. Ну вот таких вот примерно будем брать с ладошку. 23-24 открыт. Первая рыба зимнего сезона? Ну, на этом буквально на 7 палок что-то было у меня, но не на удочку, а в начале же там, сколько, неделю, наверное, ставил палки зимние. На удочку первая? Ага. Чуть выше поднял, да? Нет. На дно? Я еще глубину искал, да. Ага. Ну я говорю, в толще воды, наверное, взяла. Что, это хороший? Это да, более-менее таких берем. Поменьше отпускай и выкидывай. А то, блин, сейчас в ведро их, блин, натаскаем. Зачем щуке кушать жерлиц, когда тут этого окуня можно просто с закрытыми глазами, с открытым ртом плавать и будет набиваться полное брюхо, блин. Не знаю, мне на блесну больше нравится почему-то. Ты без запараша? Без, просто так. Да, вон. Ну вот
вот, наверное, и нравится, ничего насаживать не надо. Вон, мелюзга. Я на диком соберу кучку такую, штук 15-20, потом ногой раз в лунку. О, опа, вот это чуть покрупнее было или забагрил. Вес, хоть вес почувствовал. Тут есть хорошие окуня, крупные есть. Но мелочи очень много, и мелочь успевают быстрее. Вот так вот половлю мелких, чтобы они на лифте не катались. Это чуть-чуть крупнее. И тем более заглотил. И потом в лунку их кидаю. Но маме, если я привезу такую мелочь окуня, она точно меня с дома выгонит. В прошлый раз же мелочь тут просто заморозили в пакетах. Собаки сварили потом, да и все. Туман спасибо скажет. Но основная наша цель, конечно, это не эти окушки мелкие, а, конечно же, щука. Здесь очень красивые щуки, золотые щуки Царского озера. Основная наша задача, конечно, это щуки, но пока жерлицы молчат. Так, что, мы по рыбке поймали? Поймали. Пора, наверное, перекусить что-то, пообедать. До 50 капель, наверное, за это дело махануть обязательно. А ты говорил, поставлю там удочку стоячую. Так ты не дал червей, да? А тут так не ловят, Ром, на стоячую удочку. Это фигня полная. Он у тебя будет без шевеления стоять целый день. Он редко... Ну, может быть, клюнет, не знаю. Черви я искал, черви же где-то там. Нет, я же полежу их потом вроде бы это. А, Подумали, что замерзнет. а парыши убрали, червей нет. Ладно. Пошли обедать. Вот такой вот у нас шикарный обед. Хлебушек, салат свекольный. Рома сказал, что салат свекольный он есть не будет. Не любит он. Яйца вареные, огурчики, салатик. Это что такое у тебя? Курица в беконе. Курица в беконе. Сало, колбаса, макарошки. Греть ничего не будем, костры разжигать пока не будем. И так нормально. Просто если сейчас мы будем разжигать костры, это все такое. Тем более снег везде еще на берегу. Нормально, сейчас по-быстрому перекусим. Главное вот, ой, за открытие сезона Ромкиного, он, рыбацкий напиток. Где? А ты достал уже, да? Вон. Давай, начисляй. С открытием тебя. Такого еще, наверное, не считая армии, не было. То, что... Да, в апреле сезон, зимний сезон открывал. А что, у меня... Нет, почему у меня было, когда я в Ухте работал? Тоже сезон бывало то, что открывал в марте месяце, но в апреле нет. В марте открывал, в апреле закрывал. Нормально. С одной стороны, большого потепления не надо, потому что если быстро отпустит вот этот верхний слой льда, на котором мы стоим, местами он потрескивается, будет проваливаться. Нижний слой льда, конечно, пока еще держит, но в дальнейшем это просто будет каша, когда вода нагреется. Так что ничего страшного, если вот так вот будет держаться около 0, плюс-минус. Давай. Настоящую здесь это обычно не ловите. Так, я беленькая, у меня синенькая. Ваше здоровье. За рыбалочку. С открытием. Курица в беконе. А такой еще не пробовал, наверное. Вкусно. В общем, как-то вот так вот. Такой шикарный у нас перекус. Покушаем. Ну тут обычно по прошлым годам
щучьи поклевки на жерлице обычно приходим вот с утра. Флажки горят. Собрали вот в течение дня редко. Ну, когда хорошо ловится, то срабатывает, а когда вот так вот очень редко днем бывает. И вечером, уже перед темнотой, в сумерках, опять пам-пам-пам, там бывает срабатывает. Не знаю, может быть. Ну так вот, судя по разговорам, как, ну вот, Серега с пацанами здесь были, поймали одну щуку, хорошенькую, добренькую такую, и одна оторвала леску. И было еще пару поклевок. Потом, как бы, еще парнишка приходил тут, еще пацаны приезжали. Ну, максимум, по слухам, щук 10 где-то поймали вот в этом сезоне. Но для такого озера 10 штук это ни о чем. Мы обычно здесь тоже штук 10 с Иваном Григорьевичем, все такое вот это ловили за 2-3 дня. Надеюсь, свою десятку мы и на этот раз возьмем. Будем надеяться. Как думаешь, возьмем десятку? Думаю, да. А я попробую еще и ратлина погонять. Балансир ратлина. Все-таки хочется почувствовать удар и вытащить прямо на удочку. Все это сейчас мы будем пробовать. Так, ну вот, выставлены все жерлицы. Роман куда-то пошел по лункам. Не знаю, ловится, не ловится. В общем, вон что творится. Клев был так себе на блесенку. Что-то начало плохо потюкивать. В общем, нацепил я окуневый глаз на капельку. И дело пошло. Пошли поклевки. Он сам отцепился. Один глаз. На капельке 3 тройника. Чуть не упал. 3 тройника, говорю, 3 крючка. Так, надеюсь, видно. Мелковат, только окунь был бы хотя бы чутка крупнее. Сильно мелких-то отпускаю обратно. Как бы живцы пока не нужны, живцы есть. А таких немножко хоть собаки Туману, Джесси. С кашкой потом сварим. Тут вот хорошие вот такие вот окуня есть. Ну что-то они то ли не хотят, то ли не знаю что. Вот. Я не знаю почему, но окунь здесь растет очень и очень медленно. Вот куда вот таких вот? В принципе, можно, конечно, и не выкидывать. Какая разница? Здесь, я говорю, камеру отпускал, также стеной стоит этот окунь. Может, действительно лучше его часть выловить, чтобы кормовая база остальным как бы хватило больше. Может, от нехватки еды они не растут. Но щуки здесь хорошие. По идее, щуки. Кстати, тоже вот сколько ловил здесь щук, вроде окуня много, да? А щуку вытаскиваешь весной, ну это все уже. И как правило, желудок у щуки пустой. То ли он местного окуня не любит, то ли не знаю что. Вот. Все, вот поставил окуневый глаз на тройничок. Вот. И дело пошло. Или просто подошла стайка. Или просто стайка подошла. Жерлицы молчат, загара нет.
С одной стороны, оно, конечно, интересно, когда есть поклевки. Ну, хотя бы чуть-чуть побольше. Ладно, немножко половим. Ну, это что такое? Это он просто в лунку не хотел лезть. Вот такая вот мелюзга. Окунь здесь некрасивый, окунь черный. А щука вообще обалденная. Она такого золотисто-красного цвета. Кто у меня давно уже на канале, уже не раз видели этих красавиц щук. Необычной тигровой раскраски такой. Вообще обалденно красивый. Ну а кто недавно на канале, если сейчас вот не получится у нас поймать этих красавиц, то заходите на прошлогодние ролики и вы посмотрите прошлый год, позапрошлый год. Каждый год я здесь по весне. Оп, вот это уже получше. О, это уже чуть получше. Вот хотя бы вот такие вот были вот. Вот хотя бы вот такие уже, я уже не говорю про горбачей. И то уже чувствуется хотя-то что-то. Вот. Куда бы ни шло. Вот такие хотя бы были. Мне больше ничего не надо. А позапрошлый год здесь у меня вороны склевали целое корыто, целое ведро где-то примерно окуней. Я их закопал под корыто, чтобы не таскать туда-сюда. Пришел, вот это тоже неплохой был. И они через щель повытаскивали всех моих окуней. В принципе, не жалко. Тогда я наловил сколько? Ведра 4, наверное, получается. Пару ведер щук и пару ведер окуней. Ничего страшного. Мне кажется, хотя бы одну щучку, но мы все равно увидеть должны. Все. Был сход крупного окуня, и на этом поклевки закончились. Вот по опыту прошлых рыбалок, как бы выдергаешь 5-7, выдернешь 5-7 окуней, буквально проходишь 3-4 метра, делаешь лунку и опять поклевки. Он как бы не гуляет, окунь стоит на месте, и надо на него просто попасть. Ну вот и первый загар. Наконец-то. Наконец. Долгожданный первый загар. Время у нас, я говорю, вечером перед темнотой 16:29, половина пятого. Вечерний клев. Получается, щука здесь активно только в утреннее и вечернее время. Днем, как правило, даже по опыту прошлых лет, флажки остаются на месте. Срабатывает только утром и вечером. Но надеюсь, это хорошее начало. И продолжение, конечно же, будет. Так, что я здесь вижу? Вижу маленького окушка. Так. Что у нас? У нас полностью размотано. Так. Пока что-то идет. Пока что-то идет. Опа, есть. Тихо, 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 тихо. О, какая она буйная. Тихо. О.
такая вот. Вот такая вот красотка. Ромка! Роман! О! От Янцкадан. Вот это. Вот смотрите, какие они красивые, какие здесь они хорошенькие. Это килограмма 2,5 как минимум, наверное. Но у нас весы есть. Так что сейчас немножко она успокоится. И мы, конечно же, взвесим ее. Ну вот, друзья мои, начало есть. Начало вот такое вот начало. Вот такое вот начало. Вот такая вот красота у нас, Янцкадан. Вот такая, даже не влезает в кадр. Вот, Янцкадан. Трешечка, по-любому трешечка. Трешечка, вот такая вот. Вот так она влезла, вот так вот. Красотень, Янцкадан. Ну давайте. Вот, простояла она. Сколько? Часа 3-4 жерлица. И наконец-то сработка. Здорово. Ну, теперь можно дальше потаскать окуней. Там, где я ловил, туда не стал идти. Первая свободная лунка. 3 заброса и сразу поклевка. Поклевочка такая бодренькая. Берет активно. Если есть, это хорошо. Вот они. Вот такие вот окушарики. Негритята. Кто-то говорит, что вкусовые качества у озерного окуня похуже, чем у речного. Не знаю, я, если честно, не отличаю. Они для меня отличаются только по цвету. Оп. О. Ладно. Как-то вот так вот будем их дергать. Сильно таких мелких будем отпускать. А таких более-менее с ладошечку будем собирать собаки. И, конечно же, будем надеяться, что клюнет хорошенький. А они здесь есть. Оп. Это пойдет. Этого окуня здесь предостаточно. Да и щуки здесь тоже хватает, потому что не так-то много народа и ловит их зимней рыбалкой. Как мы видим, не очень-то здесь занимаются. О, повезло окушку. Прыгал и до лунки допрыгал. Ну, весной, может быть, сетями немножко половят. Но летом кое-кто тоже сюда приходит ловить на спиннинг. О, это уже, более-менее. На спиннинг тоже. Ну, я, если честно, надо как-то попробовать, но как-то... Две причины. Это комары и медведи, которых я не очень-то люблю. И которых здесь летом хватает. Оп. Ушел. Комаров здесь тьма тьмущая. Раздетый не порыбачишь. А на Печоре красотень. Разделся, загораешь. И улов, в принципе, не хуже.
Ну, как-то вот так. Как-то вот так. Ловим болотного, озерного окуня. Немножко занимаемся спортивной рыбалкой. Ну, хотя это, конечно, не мое, но куда? Эту мелочь тоже. Оп. Вот. Кто-то мне писал в комментариях, что вот, не умеешь ты рыбу ловить, ничего у тебя не клюет. Не знаю, мне бы вот лично, если я был бы зрителем, было бы неинтересно. Если бы даже вот и подряд ловился крупный окунь, одного за одним просто вытаскивать тупо. Много ума не надо. Если окунь есть, что мелкий, что крупный, он также будет ловиться, если у него есть аппетит. А вот когда вот он не ловится, да, вот тогда уже кое-какой интерес уже есть. Ты ищешь новые места, ищешь, придумываешь всякие хитрые способы, снасти, удочки, блесна, мормышки. Вот это уже интересно. Вон, вот это уже забираем. Это уже середнячок. Вон, смотрите, как он жадно берет. Блин. Так жадно, что аж проколол мне палец крючком. Ай-яй. Ай-яй. Главное, чтобы мне на эту блесну щука не попала, крупная. Жалко будет, если перекусит. У меня последняя осталась такая. Остальные еще меньше. Специально выбрал подлиннее. В надежде на то, что не успеет заглотить. Оп. Ну, этот пойдет. Этот уже середнячок. Там-там-тарам-там. И это, друзья, еще не закрытие. Я так думаю, на закрытие сезона или сюда приедем, или поедем на то озеро, где мы были с Иваном Григорьевичем. Блин, крючок сандалил. Здесь один плюс по сравнению с тем озером. Здесь щука есть, там щуки нет. А так озера практически один в один. Не знаю, почему там щука не растет. Или не хватает ей кислорода, она подыхает. Может, заморное это озеро. Окунь может быть более живучий. Как-то вот так. Сейчас подергаем. Если будет одна мелочевка, пойдем искать крупного.